Населению Алданского района надоело мерзнуть в собственных домах. Проблему теплоснабжения пытаются решить в Министерстве ЖКХ Республики. В Алданском районе работает комиссия из представителей министерства, основного поставщика услуг компании «Теплоэнергосервис» и глав поселений. В чем же причина холода в домах, узнал Руслан Павлов. Основной причиной недопоставки тепла специалисты считают качество угля, который плохо горит. Второй, но очень актуальный вопрос – долги перед теплоэнергосервисом, которому потребители задолжали порядка 250 миллионов рублей. Да, есть здесь связано с неплатежами населения и, конечно, есть проблемы и ресурсникам, которые не своевременно рассчитываются. Говоря о долгах, стоит отметить, что бремя ответственности по неплатежам лежит не только на плечах населения, но и напрямую зависит от управляющих компаний. Кто больше виноват – вопрос риторический, хотя руководство теплоэнергосервиса приводит интересную статистику. То население, которое работает с нами на прямых расчетах, уровень платежей составляет порядка 90%. Уровень оплаты управляющих компаний составляет от 50 до 60%. Главы поселений, в свою очередь, отстаивают интересы населения, опеняя на то, что идет недопоставка услуг со стороны теплоснабжающей организации. Поэтому пока продавцы услуг не подтвердят некачественную услугу, оплачивать их не собираются. Впрочем, на этот раз пришли к компромиссному решению. Сегодня ТЭС признал свою недопоставку по качеству услуг и по воде, и по теплу. Поэтому через месяц отрабатываем все плановые поставленные вопросы, находим результаты, работаем в обоюдном режиме. Сегодня население может отказаться от услуг управляющих компаний и оплачивать тепло и воду напрямую поставщику. Такой механизм предусмотрен законом. Несколько многоквартирных домов в районе уже пошли по такому пути. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Дмитрий Заливин, НВК «Саха», Алдан.